Друзья, приветствую вас на своем канале Словения с Хельга Вайт. Перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Летом я опасаюсь активности на воде, а зимой я опасаюсь активности на снегу. И вот эта новость только подтверждает все мои опасения. Трагедия произошла в Рыбнице на Пахорье. На снегоходе катался 37-летний мужчина со своим маленьким сыном-дошкольником. Внезапно что-то пошло не так. Во время езды мужчина потерял управление, и его снегоход подбросило над холмом на несколько метров. И случилась авария. Снегоход поднялся в воздух, пролетел добрых 10 метров и врезался в дерево. Кстати, сразу вспомнила один такой случай, который произошел в России, когда погиб на снегоходе очень известный детский телеведущий Сергей Супонев. Он тоже погиб, катаясь на снегоходе. Как часто бывает в Словении, первыми на помощь пришли пожарные, а потом уже приехали спасатели и полиция. Мужчину, к сожалению, не удалось спасти. Его маленький сын находится в тяжелом состоянии в больнице. Так что будьте крайне осторожными с развлечениями на снегу. Коммунальные службы Словении выставили одному человеку ежемесячный счет за использование воды в размере 7601 евро. И это не из-за того, что он очень любил мыться, а из-за того, что у него прорвало водопроводную трубу. И, к сожалению, не всегда эти счета удается оспорить. Коммунальные службы советуют всем жителям ознакомиться, где находится главный вентиль. Если произойдет такая авария, чтобы человек знал и мог перекрыть главный вентиль. И также коммунальные службы предупреждают, что если у вас не работает слив, например, в туалете, и вода в туалете неконтролируемо течет постоянно, то вам также придет огромный счет за использование воды, и вы никак не сможете его оспорить. И вот я еще задалась вопросом, а если человек снимал квартиру, и произошла такая авария, и он не знал, где находится этот вентиль, и даже если взять, например, меня, то даже зная, где находится этот вентиль, не факт, что я бы могла его закрыть. А если человек, помимо того, что он затопил свою квартиру, навредил еще, например, соседям, и еще живет в арендованной квартире, и еще получает такой неимоверно огромный счет за вот эту аварию, то как ему быть в этой ситуации? Как ему расплатиться по всем этим счетам и остаться никому не должным? Но, скорее всего, он просто откажется оплачивать эти счета. В этой ситуации должен будет покрывать все расходы арендодатель. И хорошо, если у арендодателя будет застрахована квартира. Но наверняка не каждый человек страхует свою квартиру. Так что, будущие арендодатели, имейте в виду, что лучше застраховать свое имущество и свою ответственность перед соседями. В этом месте хорошо было бы вставить рекламу страховой компании. Владимир Путин встретился с новым послом Словении в Москве и сказал, что Россия готова к перезагрузке в отношениях со Словенией. Но по заявлениям членов словенского правительства, слова Путина ничего абсолютно не означают нового в отношениях между Словенией и Россией, так как Словения по-прежнему осуждает действия России в Украине и осуждает эту агрессивную войну, которую начал Владимир Путин. Но также Словения не хочет закрывать свое консульство в Москве, так как это было бы хорошим подарком для Путина и его пропаганды. Благодаря тому, что консульство Словении продолжает работать в Москве, люди могут уезжать из России, могут подавать на получение словенских виз, могут получать рабочие визы, туристические и учебные. А также словенские представители, словенские консулы
могут видеть, как обстоят дела в России, находясь непосредственно в самой России. Помимо Словении, 19 европейских стран еще продолжают работать в России, не закрывая свои представительства, также считая, что это будет подарком Путину. А войне в Украине это никак не поможет. «Кто je уже посправил наивечь» – так звучит громкий заголовок, что в переводе означает «кто больше всего набил свои карманы». 50 самых высокооплачиваемых работников бюджетной сферы. Всегда словенцев интересует, кто больше всего получает в бюджетной сфере. На первом месте находится самая большая зарплата в государственном секторе дипломата первого ранга. И также он значится как аналитик Министерства иностранных и европейских дел. В сентябре он получил самую высокую выплату в государственном секторе, а именно 39 371 евро. По-моему, это нереально много для Словении. На втором месте организатор санитарно-гигиенического режима, который также работает организатором питания в детском саду Есеницы. И он получил в сентябре выплату в размере 19 453 евро. Для меня кажется, это вообще нереальным. Санитар гигиенического режима, вообще чем он конкретно занимается. И Есеницы – это небольшой город, и просто невозможно в это поверить, что человек на вот этой должности в городе Есеницы заработал такие огромные деньги. На третьем месте оказался старший врач, специалист главной больницы города Брежицы, который в сентябре получил на свой счет выплату в размере 16 013 евро. И заметьте, что это тоже врач в каком-то совершенно малюсеньком городке. Четвертое место занял также старший врач-специалист, работающий в больнице общего профиля города Тербовля, получивший зарплату в размере 14 325 евро. У меня просто нет слов. Тербовля тоже очень маленький городок. Откуда там такие зарплаты? Ну, может быть, это, конечно, не ежемесячная зарплата, это какая-то выплата, какая-то премия, но это все равно нереально много. И пятерку лидеров замыкает советник окружного судьи окружного суда в Любляне. Его зарплата в сентябре составила 13 989 евро. Но здесь я хотя бы могу понять, это судья в суде в столице Словении Любляны. Премьер-министр Словении Роберт Голоб и его женщина Тина Габер присутствовали на открытии рождественской иллюминации в Любляне. И внимательные граждане обратили внимание, что их пару охраняло аж 6 охранников. И словенцев это очень удивило и возмутило. Во-первых, люди считают необоснованным нанимать и платить зарплаты такому огромному количеству охранников. И во-вторых, Словения достаточно безопасная страна, и ни разу не было зафиксировано ни одного случая нападения на представителя власти. Да, а в России президент ходит абсолютно по улицам без охраны. Президентка Словении Наташа Пирц-Мусар вызвала ажиотаж своим последним высказыванием. Если сказать своими словами, то она призывает словенцев затянуть пояса потуже и начать жить скромнее и перестать быть обществом потребителей. Пользователи соцсетей считают заявление президентки циничным и начали перечислять, чем же она сама владеет.
и считают, что она не является примером для подражания. Итак, посмотрим, чем же владеет семья президентки. Известно, что она арендует автомобиль Mercedes E220, а также она владеет мотоциклом Kawasaki Vulcan. Непонятно, зачем ей мотоцикл. Вместе с мужем она также владеет домом в Радомле, и также они вместе с супругом владеют архитектурным памятником под названием «Русская дача». Также она является совладельцем юридической фирмы «Инфохаус», имеет 250 000 финансовых вложений, 145 акций Кырка. Если кто не знает, Кырка производит лекарства, которые продаются по всему миру. И несколько десятков тысяч евро сбережений. А муж президентки Алиш Мусар имеет 800 000 евро финансовых вложений. И, по крайней мере, официально 2 компании балансовой стоимостью 2,5 миллиона евро. Финансовые активы четы Пирц Мусар оценили от 5 до 10 миллионов евро. И еще очень интересный нюанс. Несмотря на все это богатство, муж президентки не отказался от привилегии получать до 15% президентской зарплаты на расходы в качестве мужа президентки. А это примерно около 1000 евро в месяц. Для сравнения, жена бывшего президента Словении Борута Пахора отказалась от этой привилегии и ничего не получала от государства. И давайте узнаем у Алисы, какая погода нас ждет. Алиса, какая погода нас ждет в воскресенье в Любляне? В Любляне утром ожидается слабый снег с дождем. Температура от +2 до +8 градусов. Ветер слабый 2 метра в секунду. Спасибо, Алиса. Я и раньше старалась, но теперь держитесь. Непонятно, это угроза? На самом деле мы уже устали от снега с дождем. Хочется уже нормальной, устоявшейся погоды, чтобы стабильно лежал снежок. Друзья, не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!